أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين صدق الله العظيم. Мы рассказывали по поводу создания духа, откуда дух, как. И сегодня уже пришли к тому, что дух сегодня в нашей проповеди заходит в тело Адама алейхиссалям. Аят, который был прочитан, Всевышний Аллах говорит: فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Аят из категории нуждающийся в толковании. Есть аяты явные и простые, есть аяты скрытые, но сложные. Поэтому здесь просто перевести. Есть некоторые нюансы, моменты, опасности, лишиться веры. Поэтому приблизительный перевод, где Всевышний Аллах говорит: «Я, когда придам ему облик и вдохну в него от моего духа», если дословно перевести. От моего духа я вдохну в него. Вот тогда падите перед ним ниц. Приказ в будущей форме связан с временем, когда совершите саджда. Всевышний Аллах приказывает ангелам. Тогда, когда войдет в него дух. Вот как раз сегодня как раз про это. То есть каким образом заходит дух в тело Адама алейхиссалям. Значит, дух приходит к телу Адама алейхиссалям на транспорте под названием вдохновение, ильгам. Это слово, наверное, все знают, что такое ильгам. Но не тот ильгам, который у нас используют поэты или же певцы, когда сочиняют стихи или же песни. Это вдохновение, связанное не со стихами, а с сакральными смыслами. И вот, значит, пришел дух, заходит в тело Адама алейхиссалям. И он видит тело Адама алейхиссаляма, уже заходит внутрь, видит его очень темным, узким. То есть можно представить, как статуя или скульптура или памятник стоит из глины, но внутри пусто. Пусто на первый взгляд. Поэтому здесь речь у нас идет не просто о физической теме, а идет разговор про духовная тема. Поэтому, значит, дух приходит, смотрит внутрь тела и видит, идет драка между разными животными, насекомыми и страшными тварями. Видит разборку внутри тела. Что он видит? Он видит, как скорпион воюет с гадюкой. Естественно, это все в духовной форме что означает? Что имеет скорпион? Скорпион имеет свойство иметь жало, а внутри жала яд. Это видит дух внутри тела Адама алейхиссалям. Наверняка вы видели таких людей, которые реально жалят, естественно, не с хвостом, как у скорпиона, то есть это не прямой смысл. Жалит, естественно, чем? Предложениями, то есть языком. Поэтому говорят арабы, для ран, мечей есть исцеление, а от ран языка нет. Вот это видит дух. То есть это свойство как раз вот скорпиона. Далее он видит, как он воюет
драка с гадюкой. Что в гадюке есть? Гадюка кусает, тоже ядовитая, но зубы. Есть такие люди? Есть. Иногда в силу отсутствия знания разговариваешь с такими людьми, потом каешься. Хотя если учиться, как пророк, в принципе, повелевал до могилы, оказывается, у него есть такие предложения, что таких людей, как скорпион, гадюка, надо избегать. То есть видишь такого человека, лучше избегай. Это вот рекомендация пророка. Почему? Потому что он как укусит, опять же, не этими зубами, а это в переносном смысле. Что потом уже будешь весь день, а может еще больше, с этим осадком ходить. Вот поэтому пророк тоже об этом говорил. Далее он видит животных, которые воюют между собой. Это льва и гепарда видит. Естественно, у этих животных есть плюсы, но дух видит минус. В чем минус? Что они воюют, они дерутся, они не могут тихо сидеть. Что есть у льва? Это агрессия. Конечно, у него есть плюсы, но есть у него агрессия. Если смотрели «Мир животных» с Дроздовым, он об этом очень хорошо рассказывал, СССР. Как раз именно агрессивное животное – это лев. У него очень мощная агрессия, особенно если он хочет иметь контакт с львицей, то он сначала убивает детей львицы, а потом совершает вот это свое, как говорится, желание. То есть именно вот с точки зрения агрессии убивает детей, то есть это же его подобные. Правда, конечно, не его дети, дети ее, но он их убивает. Это вот агрессия. Это есть, опять же, где? В человеке. Напротив, он видит гепарда. Гепард, какое свойство? Это скорость. Это один из мощнейших животных, который развивает большую скорость. Плюс, естественно, плюс для гепарда, но для человека минус. В каком плане минус? Когда человек торопится, что пророк говорил, «Аль-аджаляту меня шайтан». Тороплюсь от сатаны. «Ас-сабуру меня рахман». Терпение от милостивого. Поэтому скорость без размышлений непременно приведет к ошибке. Непременно. Это свойство гепарда внутри человека. Напротив него барс. Животный барс с качеством каким? Он имеет качество, это прыжок. Тоже есть такие люди, во время разговора он прям прыгает на тебя, не дает рот открыть, прыгает и прыгает. Их называют то ли трактор, то ли какой-то транспорт, который, вот, как у нас говорят, прет просто как поезд. Это вот качество, присущее человеку. Далее он видит медведя с кабаном. Естественно, медведь, он, конечно, кушает землянику, клубнику. То есть он вроде бы такой милый животный, но у него есть тоже такие свойства, как когти и зубы. В человеке это есть? Есть. Есть такие люди, которые так поцарапают. Естественно, не с этими имеется в виду женскими ногтями, а именно словами. То есть так поцарапает, так растерзает, как медведь. И думаешь, что за мусульманин такой? А где терпение? Где вот эта милость от Всевышнего? Напротив, он видит кабана, который живет в лесу, имеющий клыки и копыта. Что за свойство у кабана? Он сбивает, кабан сбивает, человека может сбить именно с клыком и с ударом. И есть тоже такие же люди, которые во время разговора, во время беседы так собьет с толка, что теряешь даже свою мысль. Стоишь, думаешь, что ты хотел сказать, весь сбил с толку. Это свойство кабана. Это вот все видит дух внутри человека. И это увидев, дух очень сильно переживает, очень сильно начинает скучать уже по Всевышнему Творцу. Потому что, как в аяте было сказано, «Ванафахту фихи мир рухи». Я вдохну от моего духа, говорит Всевышний. То есть понимаю, что дух был со Всевышним, а тот он уже к Адаму, к телу Адама пришел, образовалась что? Разлука. Разлука от Всевышнего.
Но этим не кончается драка. Дух смотрит и видит. Далее это животное, это осел, видит этого животного внутри человека. Среди книг была такая интересная книжка, где один ученик спрашивает у своего учителя, чтобы он сделал дуа, потому что у него дуа макбуль, чтобы пелена ушла с глаз. Очень сильно просит, и его устаз дуа делает, пелена открывается. В это время он оказывается на улице среди людей, и от увиденного он в ужасном состоянии закрыл глаза, садится и говорит, обращается ко Всевышнему и говорит своему устазу, чтобы он вернул, чтобы дуа сделал, чтобы обратно вернул это свойство. Потому что он видит что? Он видит животных, то есть свинью, медведя, осла, обезьяну видит. Хотя он до этого шел между людьми. То есть среди людей шел, и он видит животных. Поэтому это вот не просто переносный смысл метафора, а это уже что? Дух видит внутри человека. Это свойство. То есть именно вот в такой форме. И вот он видит осла. У осла что за свойство? Упрямость. То есть когда человек включает вот это животное свойство, а он у него есть, но также у него есть способность его выключить. Можно упрямость, конечно, использовать в Коране. Читаешь, невозможно выучить. Упрямость включаешь и говоришь, пока не выучу, не встану. Упрямость, да, но есть слово красивее, целеустремленность. Но суть-то одна и та же, это одно тесто. И этот без остановки прет, и этот прет. Правда, это упрямый, а это что? Целеустремленный. Естественно, здесь, если знание будет, если человек учится до могилы, от устаза, если учится, а не в интернете, конечно, он это все раскроет, узнает и узрит. Далее он видит корову внутри человека. Здесь, наверное, свойство того, что, как известен корова, говорят же, как корова ходит. То есть ходит вроде бы неаккуратно, ломает все. Наверное, это свойство имеется в виду. Почему говорю «наверное»? Потому что в книге все это не раскрывается. Здесь только как тезисы даются, поэтому приходится размышлять, хоть и книга вроде бы на понятном языке, но читаешь, все равно есть места, где думаешь, что здесь автор имел в виду. Далее дух внутри тела Адама, алейхиссалям, видит лошадь. У лошади есть свойства, которые знают исключительно, наверное, те, кто занимается лошадьми. Это свойство называется обидчивость. Это я наблюдал, конечно же, было давно, это было в деревнях, это было в Сабантуе, когда лошади устраивали соревнования, скачки, лошади плакали. И тогда только аксакалы говорили молодым, потому что в основном школьники были, и некоторые взрослые во время соревнований. И, естественно, эти молодые ребята не знали, но аксакалы им говорили, чтобы они завязывали полотенце на уздечку, на кожаный, чтобы, оказывается, лошадь имеет такое качество, что, увидев, как выигравшую лошадь, точнее, не лошадь, а скакуна, человека вознаграждает, ну и, естественно, лошадь, которой достается подарок, что-то дает. И тот, который проиграл, человек, значит, лошадь проиграла, ничего не достается же. И оказывается, в это время лошадь очень сильно начинает плакать. Обида. Поэтому есть тоже такое свойство у человека, когда ничего невозможно сказать. Поэтому самое тяжелое в жизни – это с кем? С обидчивым супругом или с супругой. Самые тяжелые свойства. Все можно пережить, но обиду тяжело. Почему? Потому что ничего не скажешь. Скажешь, супруга моя обижается. В итоге что делаешь? Вывод? Не скажу. Либо супруга хочет сказать своему супругу, дорогой, ладно, ничего, лучше сама сделаю. И так обычно женщина что делает? Всю жизнь я сама. Это что за свойство лошади? Обида.
Далее он видит свойства, но в виде животного он видит мул. Конечно, животные мощные, работящие, но здесь он видит другое, ведь они воюют между собой, дерутся. Оказывается, что у него есть? Страх перед высокими преградами. Если лошадь скакун перепрыгивает, и это на сабантах мы видим, мул этим не занимается. Поэтому если включить данные свойства, а у нас у многих такое есть, когда ставят цели, а потом говорят, что-то ответственность большая, наверное, я лучше не возьмусь за это дело. Очень большое дело, ответственное дело, такой объект, тяжелый объект, большой объект. И что? Сидит и дома проявляет сабр. Хотя это не сабр, это называется трусость. То есть присуще кому? Мулу. Мул боится преодолевать высоких препятствий. Поэтому самый сильный человек, наоборот, будет ставить высокие цели, будет идти к нему и преодолевать и преодолевать. Но есть это свойство мул, боязнь, страх перед целями, и, соответственно, возникает термин, это зона комфорта. То есть вот все есть, все устраивает, альхамдулилля. Давай не будем что-то новое создать. Почему? Страх. Потому что когда уже все есть, все обустроено, все построено, гаражи, машины, дети, все есть, зачем еще новое? Ведь новое это что? Оно всегда что? Страхово. А вдруг не получится? Это же риск. Поэтому человек боится. Вот это свойство кого? Мула. То есть страх перед риском, а вдруг не получится. Но не получится, ничего страшного же, тебя же не будут ругать. Далее он видит животного верблюд. Естественно, хорошее животное, мощное животное, это вездеход Сахары. Но здесь у верблюда есть один большой минус. Это хорошая память. Кто видел верблюдов, он знает, что если верблюда что сделать? Огорчить, там, или рожу строить, или еще что сделать. Верблюд такой ревнивый, такой мстительный, если он увидит в Сахаре или в пустыне, или где, или по дороге увидит этого человека, который над ним издевался, смеялся, то он его не просто как лошадь укусит, он еще укусит, еще будет давить с копытами. Вот такие свойства видит дух, что по-арабски мы говорим рух. И сразу у него образуется огонь разлуки. От Всевышнего, увидев данную войну внутри Адама алейхиссалям. Дух только заходит и видит вот такие вещи. И он в тот же час хочет вернуться, но транспорт ушел, транспорт уехал. Транспорт как называется? Ильхам. Нет ильхама. Ведь он к телу пришел, приехал, прилетел, добрался на транспорте ильхама, то есть вдохновение. А потом хочет выйти из тела, а ильхам ушел. Опять же, довод к тому, что раньше говорили бабушки и дедушки, когда моешь покойного, мой теплой водой. Иначе он скажет, почему ты меня моешь холодной водой? Откуда чувствует? Там дух. Он не может выйти и убежать. Нефс? Нету нефс. Его Азраиль алейхиссалям вытащил и либо иллиюн, либо сиджин. Кто это изучает, знает, что это такое. То есть нефс оттуда что делает? Вытаскивает и уносит ангелы. Азраиль и его помощники. Тело остается без души, но с духом. Откуда я это узнал? Это сказал внук пророка 41-го поколения, его зовут Абдурахман ас-Саади. Название книги он сказал, но я забыл, но он сказал, поэтому можете перепроверить. Но я, когда услышал от него, я очень сильно обрадовался, потому что я всегда слышал от бабушек и дедушек, что не мой его холодный, и то он скажет, ты мне моешь холодной водой. И я думал, как он скажет, если у него души нету, он не чувствует. Альхамдулилля, оказывается, он чувствует благодаря кому? Духу. Так вот, дух приехал или прилетел, заходит, а ильхам уходит. Вот поэтому говорят же, вдохновение, если пришел бы, я бы создал бы
бизнес-план, некоторые бизнесмены говорят. А некоторые говорят, Ильхам, если пришел бы, сочинил бы стихотворение, некоторые говорят, этот Ильхам. Но, естественно, отличие есть Ильхама между поэтами и Ильхам между шейхами, то есть величайшими людьми в религии. У них Ильхам означает это некий смысл сакральный из тафсира какого-то аята или хадиса, где он говорит, машалла, я вот понял, узнал, Ильхам пришел, то есть вдохновение. И дух, увидев, что транспорта нет, Ильхама нет, Ильхам ушел, сильно опечалился. И вот тут-то ему говорят, мы от тебя именно это и ожидали, то есть печаль. Поэтому мы говорим, «Инна лляху илейхи раджиун», воистину мы пришли от Аллаха, к нему и возвратимся. Поэтому дух всегда скучает, вернуться хочет. Но нефс, душа, главное что? Машина, еда, еще какие-то игрушки, красота. То есть все только для этого мира. Туда что-то не хочется. Коран лучше, музыка. Сажда лучше за стол чай попить. Может, читаем побольше Коран, лучше побольше покушаем, поменьше читает. Это вот все, что? Душа, нефс. А дух, наоборот, хочет. Это побольше Коран. Еда потом. Остынет, согреем. Чуть-чуть покушаем. Сегодня чуть-чуть можно. Завтра по полной программе покушаем. Ведь завтра имам не придет, Коран не прочитает. Сегодня он пришел, пусть прочитает больше, а еды будет меньше. У нас ограниченное, конечно, время. 2 часа, если кафе арендует. Пусть лучше час читает. Час будем кушать. Успеем же? Успеем. Но кто это скажет? У кого дух сильный скажет. Но у духа и у души есть разница. Поэтому дух убежает просто из тела, когда умирает человек, не может. Дух остается с ним. Так говорил внук пророка. Так говорит, он до сих пор живой. И духу говорят, вот из-за этого и печали, из-за этой печали как раз-таки мы ждали. И далее по истории Адам алейхиссалям чихает, это уже информация известная, и он говорит, альхамдулилля, хвала Всевышнему Творцу. За что ему вот это говорят, ярхамука раббука, пусть Господь проявит тебе милость. И далее, как ребенок, который отлучился от мамы, от папы, развлекает погремушками, игрушками, с вкусняшками, чтобы и дух сильно так не печалился, начинает отвлекать. Отвлекают чем? Ему говорят, что будет скоро положение, что ты будешь Каабой. Что значит Кааба? Это направление нашего земного поклона, саджда. В реальности мы саджда делаем Всевышнему Творцу, а не Каабе. Мы Каабе саджда делаем? Нет. Мы делаем саджда Всевышнему. А почему на Каабу смотрим? Потому что Всевышний так приказал, сказал, ваше направление в саджда будет в Иерусалим, а потом Мекка. Это всего лишь направление. Поэтому Адаму, алейхиссалям, говорят, чтобы дух больно не переживал, говорят, что вот будет такое положение, у тебя будет превосходство. И он начинает понимать, вот он кто я, вот почему я создан. И он понимает, что он действительно халиф в этом мире, то есть хозяин. Он начинает понимать всю силу и красоту. То есть по-арабски, когда мы скажем имя Аллаха, что говорим? Все распространенно говорят «Джалля джалялюх». Это сила переводится. Но некоторые только знают, что нужно говорить «Джалля джамалюх». В чем разница? В джаляле есть сила, а она страшная. В джамале есть красота, а она добрая. Кто нас накажет? Всевышний. Кто нас простит? Всевышний. Кто создал ад? Всевышний. Кто создал рай? Всевышний. И вот тут два свойства. Джаляль, джамаль. Джаляль – сила, джамаль – красота. И вот этот дух внутри тела уже, когда он соединен с телом, это начинает понимать. И вот тут есть один важный момент. В создании человека всегда
участвуют, кроме Всевышнего, средства. Когда Адам алейхиссалям был создан, было средство Азраиль алейхиссалям, он принес землю из планеты. Это средство. Хотя Всевышний мог бы и без него захотеть, и земля сама откололась бы и сама полетела бы. Мог бы это сделать, Всевышний мог бы, но он захотел, чтобы был посредник. Это был Азраиль алейхиссалям. Далее, чтобы земля стала мягче, создал Всевышний дождь. Мог бы без дождя смягчить, чтобы сделать, как вот эти, которые горшок делают, с водой, раствор, потом ногами крутят, горшок делает, он должен быть мягкий. Мог бы Всевышний без дождя это сделать, но он создал дождь как посредник. Далее, форму, когда придавал. Ни один посредник не участвовал. Всевышний лично сам создал облик человека, лично сам. Ни один ангел не участвовал. Это во-первых. Второе, когда человек в утробе матери путем любви, ласки, через капельку жизненной силы, называется оплодотворение, образует человек, все делают ангелы. Руки, ноги, пальцы, ногти, грудь. Но лицо ни один ангел не подходит. Лично Всевышний создает. Не делает руками, а создает. А ангел не участвует. Это второе. И вот третье. Дух как был создан, об этом мы говорили. А вот чтобы дух соединился с телом, опять же, никто не участвовал. К телу, естественно, привез Ильхам, а вот соединение духа с телом, это было без посредника, это сам Всевышний соединил. И это мы видим, насколько дух имеет превосходство, как мечеть Кааба перед другими мечетями. На земле столько мечетей, но Кааба, она выше всех мечетей. Превосходство. Вот здесь мы видим, как тело, облик, потом лицо в утробе матери и соединение духа с телом сам Всевышний лично делал, никто сюда не имел вмешательства. Все остальное, еду мы берем от Всевышнего, но через посредника земля. Это картофель и морковь. Это земля-посредник. Хотим чай пить, опять же, собираем из земли. Везде посредник. Вот в этих трех темах посредника нет. И когда его начинают превозносить, то есть его занимать разными вещами в раю, чтобы он хоть как-то отошел, хоть как-то успокоился от этой разлуки, и вот тут как раз создается от него спутница жизни, но об этом мы расскажем в последующих проповедях, иншаллах.